На мой взгляд, существует определенная связь веков между территорией России и Тибетом. И в частности, в России есть регионы, в которых уже давно использовалась тибетская медицина. В связи с этим у вас сложилось воззрение об использовании трав как лекарства. И благодаря этому сейчас вы доверяете тибетским источникам, тибетским лекарствам растительного происхождения. Поездил я немало по регионам России и обратил внимание на то, что хотя обучение и происходит в буддийских регионах, таких как Бурятия и других, где используется тибетская медицина, но хорошего образования там не дается. И очень сложно сказать, что те люди, которые там учатся, достигают больших высот. Есть хорошие врачи, но их крайне мало. И взвесив все это, учитывая ваши традиции и ваши взгляды, для большей пользы российских граждан и была предпринята попытка организации школы. Я сегодня читала 3 письма, Гиша с собой привез. Такие письма, сопровождающие его деятельность тут у нас. От Мексиканга, от их комитета по медицинским делам Дармасалес. В общем, короче, 3 больших письма, которые подтверждают на английском языке вот эту поддержку в нашей школе будущей. И всяческие там уверения о том, что у нас самый лучший учитель. Сейчас время, я считаю, для тибетской медицины в России это просто рай. Просто рай. Потому что есть учителя, переводятся книги, можно покупать, заказывать, собирать сырье. Учиться можно, изучать тибетский язык. Поэтому сейчас возможностей очень много. Единственное, какое препятствие, это отсутствие у человека мозгового.